Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня думал о вас? Давайте узнаем. Никого не загадывайте, песочек все увидит и расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой-ой-ой, какая-то ситуация тут показана нездоровая. Показан человек, кто вас, скорее всего, обидел, ну, либо хотел обидеть. И этот человек думала, нет, скорее всего, это мужчина, хотя, может, и женщина. Знаете, о чем думал человек? О том, что вы невероятная, и о том, что вы какой-то тайной обладаете. Вот сила какая-то у вас есть, что вот вас ничего не берет, что вы столкнулись с какой-то неприятностью, и вот как победителем из нее выходите, что вас невозможно чем-то задеть, что вами невозможно манипулировать, что невозможно на вас воздействовать. Как-то, вот знаете, вот прям сила характера, сила внутренняя, стержень почему-то еще идет. И человек, с одной стороны, да, негативные мысли по поводу вас, а с другой стороны, тут восхищение показано, что вот как она так может, да, вот откуда у нее столько сил, как она держит лицо, либо как она может быть такой великодушной даже, наверное. Здесь вот очень похоже, что кто-то хотел вам сделать больно словами, либо делами, но при этом вы не опустились до скандала, и вы, скажем так, не показали, да, ничего не показали, не пошли в конфликт, наверное, либо как-то очень умело ответили, что человек просто растерялся и думает, да как так вообще, ну я ж тут нахамил, оскорбил, либо там гадости совершил. Почему она не реагирует? Да, скорее всего, вы стойкость показали и умение держать контроль над собой и над ситуацией. И у человека разрыв сознания случился. Да? Человек не понимает, просто не понимает, откуда у вас столько силы и как вы можете себя держать в руках. Прям интересно, хочу на картах посмотреть, что у вас произошло. Если это мужчина, наверное, каких-то гадостей вам сказала, а вы улыбнулись и сказали, ну хорошо, типа это твое мнение, оставили его при себе, встали и ушли, да, с улыбкой на лице. Если это какая-то женщина, то тоже, наверное, там пыталась оскорбить, может быть, даже там унизить пыталась, но вы какой-то такой ответ ей дали, что хоть стой, хоть падай, да, и у нее ступор случился. И вот она все думает, да, как такое произошло, как такое получилось, а что вы вообще за человек такой, что вас нельзя никак ничем пронять. Ну вот прям и злится на вас, и тут же восхищается, да, разгадать пытается, что за сила у вас такая необычная. Да, вы как-то ушли от конфликта. Вы себя отстояли, в грязь лицом не ударили, не опустились, да, до скандала, но при этом остались на высоте. Не могу сказать, что произошло. Это вы, наверное, знаете, с кем вы там пообщались накануне и как вы себя повели. Вот это вообще мастер-классы надо давать. Это уникально. Возможно, это исключительно ваша уникальная способность, да, сохранять лицо и обладаете выдержкой, уверенный в себе человек. Ну, а может быть, вы и сами этому научились, да, читая какую-то психологическую литературу, либо имея опыт общения со всякими там абьюзерами, с людьми, которые вот нарциссы, да,
либо люди, которые пытаются самоутверждаться за счет других. Слушайте, ну вы этого человека покорили, вот честно, да? Сейчас это момент осознания происходит, но на самом деле вы человека прям покорили, да? Человек готов, не знаю, признать свои ошибки, поклониться вам в ножки и стать вашим верным спутником либо учеником. Да, вас хотели обидеть, но не вышло, и вы еще какой-то вот ответ достойный дали. Прям достойнейший, что даже ваш вот этот недоброжелатель, недоброжелательница начал вас уважать. Это здорово, это чудесно. Примите аплодисменты. Вы действительно невероятная женщина, да, невероятный человек. Так, еще сегодня о вас думал мужчина. Мужчина, который, ну, скажем так, испытывает к вам некие чувства, испытывает к вам однозначно интерес, но не проявляется, потому что, вот, не знаю, не уверен в себе, не уверен, а нужно ли это, не уверен в том, что вы можете ответить на его это проявление. У человека, у этого своих проблем очень много, и вот как-то, знаете, и хочется, и колется к вам проявляться. Мужчина на самом деле хороший, я это вижу, но ошибок много совершил. Может быть, под чьим-то влиянием много ошибок совершил. А теперь как бы все эти ошибки нужно разгребать. Вы в глазах этого мужчины женщина счастливая, удачливая. Видите, вот трилистник показал. И если вы замужем, ну, либо в паре, да, то он очень сильно завидует вашему мужу, либо вашему партнеру. Но с другой стороны, ну, как-то вами тоже восхищается со стороны. Хотел бы, конечно, сблизиться, хотел бы вас лучше узнать. Но время такое, знаете, тяжелое, да, то вот с чем он придет? С проблемами. Ну, начнет он за вами, там, например, ухаживать. А вы возьмете и скажете: а я типа замужем, у меня парень есть, типа иди отсюда. Либо если он начнет ухаживать, и вы примете, все равно рано или поздно придется рассказать о своих проблемах. А это прям, ну, как-то стыдно, да, постыдно начинать отношения, имея такой груз, такое приданное проблем, да, ну как-то не очень это все выглядит. У кого-то еще отыграется, что этот мужчина с азартом наблюдает за вами в соцсетях, может, он далеко от вас находится, да, и хотел бы вам написать, что вы очень красивая, что вы замечательная, что вы шикарно выглядите, что его сердце там просто любовью переполнено, но а дальше-то что? А дальше-то как? Да? Вот как либо неуверенность в себе, либо действительно не лучшее время в жизни у этого человека. И хочется, и колется. И вот вижу, что этот мужчина, он тянется к вам. Вы ему снитесь. Он часто о вас вспоминает, мечтает. Но пока проявляться точно не будет. Пока есть эти проблемы в жизни, ну вот он не считает себя достойным проявиться в вашу сторону. И если вдруг там судьба решит по-другому, то он очень будет стесняться того, что у него в жизни есть некие проблемы, и будет стараться сделать так, чтобы вы об этом никогда не узнали, вплоть до того, что он просто откажется от общения с вами. То есть это такой прям, серьезный фактор. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо. Да, хорошо, что человек отдает отчет в том, что жизнь у него тяжелая, да, и что обременять вас своими проблемами — это недостойно. А с другой стороны, такие люди рискуют просто застыть, засыпаться в своих проблемах и не умеют просить о помощи, да, либо стесняются того, что у них проблемы. То есть, в принципе, палка о двух концах. Ну ладно, что есть, то есть. Кстати, он вам тоже может сниться, потому что он так много о вас думает, что мне кажется, что вы тоже это уловите. Так, и еще сегодня о вас думал, такой уже взрослый мужчина, относительно вас постарше гораздо выглядит. Мужчина думал, переживал, что вы, как вы. Может, это отец, может, это старший брат, может быть, и бывший, наверное, если старше вас по возрасту. Почему-то беспокоился о вас, о вашем будущем, о вашем настоящем. И здесь вот именно как вы, да, что у вас там происходит, все ли у вас в порядке, да, какие-то такие мысли. Может быть, беспокойство там на ровном месте, может и не на ровном месте. Но вот здесь именно было желание
узнать, что с вами все хорошо и в порядке. Мне кажется, что этот мужчина найдет способ с вами связаться и напрямую задать вам свои вопросы, вот что его там беспокоит. Не знаю, на отца похож на самом деле. Но может и не отец, может быть просто человек, который старшего возраста. Чувства здесь больше, знаете, такие платонические, да, вот желание там помочь, защитить, уберечь, прикрыть, да, это не вот страсти, это не желание там обладать, либо быть рядом, да, это больше такие чувства. Но опять же, это не исключает, что могут быть и другие чувства, просто в моменте, когда мы делаем эту отсыпку, человек испытывает именно желание защищать, да, узнать, что с вами все хорошо, а если вдруг нехорошо, то бежать, спасать, помогать. Так, еще показываю двух женщин. Одна другой про вас рассказывала сегодня, вспоминала, рассказывала, и очень много хороших вещей в вашу сторону сказала. И была какая-то критика на самом деле. Опять же, да, мы не все идеальны, а с другой стороны, критика, возможно, была, скажем так, объективная, да. То есть эта женщина рассказывала про вас, про то, кем вы являетесь, на что вы способны, что вы умеете, что вы делаете, и тут же сказала, что вот что-то не так, да, не то. В глазах собеседницы я вижу интерес к вам, к вашей персоне. Видно, вы не знакомы с ее собеседницей. И тут желание даже с вами познакомиться появилось. То есть вас красиво расписали, немножко покритиковали, но в целом впечатление очень положительное, да, осталось. И вот эта собеседница, она прям не на шутку вами заинтересовалась и очень настроена на знакомство. Да, возможно, даже попросила, сказала, что вот если будет возможность, ты, пожалуйста, подведи, представь, познакомь нас. Может, у нее вопросы какие-то к вам есть, а может, предложение даже какое-то есть. Мне вот кажется, что из этого что-то получится. Потому что вы еще с той другой женщиной не знакомы, а между вами уже начинается энергетически этот мост формироваться. Да? То есть по-любому познакомитесь и, возможно, будете взаимодействовать. Если о вас говорила ваша подруга, в целом она вас ценит, уважает и дорожит вашей дружбой. Да, понятно, что все люди разные, но какая-то критика все-таки есть. Да? Нет как бочки меда без ложки дегтя, да, какая-то критика все-таки есть. Нет, возможно, конечно, она вам и в глаза говорила, что вот здесь я тебя не одобряю, либо вот здесь я с тобой не согласна. Такое могло быть. Может, это и не подруга, может, это коллега на работе, либо какая-то родственница. В целом отношения очень хорошие, да, и женщина ценит то, что вы близки, либо вы общаетесь. И плюс она о вас говорила. Но представьте, достаточно странная ситуация, когда встречаются две женщины и начинают разговаривать о третьей. То есть, не просто так это все происходит, не просто так. То есть, возможно, вы очень интересный человек, что о вас люди разговаривают, да? Такое тоже может быть. И еще вы сегодня, либо вчера с кем-то что-то обсуждали, и кто-то рядом был и слушал. Либо оказался, услышал. Человек, если честно, был в шоке. В шоке от того, как вы рассуждаете. И это, скорее всего, был мужчина. Знаете, какой-то случайный прохожий, либо случайный человек, который стал свидетелем, да, вашего разговора. И он сначала подумал, просто люди разговаривают, а потом, когда он прислушался, он такой, ничего себе. Вот этот случайный слушатель, да, мужчина, он посчитал, что вы очень умная, что у вас очень высоко развит интеллект, и что вы мало того, что обладаете широким словарным запасом, видно, вы какие-то слова использовали, может, терминологию какую-то, либо очень умело конструировали свои предложения, плюс еще вот какие-то вот знания он у вас увидел. Прям, вы знаете, обратил внимание этот человек, обратил. Возможно, у этого человека нет знакомых женщин, которые обладают острым умом, высоким интеллектом. И он прям такой, ничего себе, так глянул на вас, что вы и симпатичная, да, и очень стильная, и еще и умная. Он такой, о, бывает, да, вот прям впечатлился вами. Сегодня, либо вчера он думал о вас и думал о том, что
этот мир не пропадет, да, поскольку в этом мире есть такие женщины, как вы. Вот прям, знаете, приятно стало человеку, да, он случайно услышал ваш разговор, и ему стало приятно. И еще с этим человеком что-то не так, потому что над этим человеком я вижу ангела. Вижу ангела. Сейчас я хочу проверить. Возможно, сами ангелы, да, обратили внимание этого мужчины на вас. А возможно, этот мужчина должен какую-то роль сыграть в вашей жизни. Да, вот, ну, не случайно это все произошло, просто не случайно. Ангелы просто так не показываются. Тем более этого человека вы точно не знаете, да, потому что это случайно какой-то либо прохожий, либо там, ну, не знаю, где-то там находился, услышал разговор. Так. Ну, я же говорю, не случайно, да, возможно, в новом этапе жизни этот человек, восхищаясь вами, возможно, даже как-то вот найдет способ познакомиться и даже, возможно, влюбиться в вас. Ну, либо им будет двигать платоническое чувство любви, вот он будет медведем для вас помогать, защищать, что-то для вас делать. Ну, потому что, ну, действительно понравилось не столько, наверное, внешне, сколько вот интеллектом, да, вот как-то так мне идет. Есть люди, которые это ценят, и видно, он такой человек. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.